Встреча с особенным гостем. В Ингушетию приехал член Совета муфтиев России, муфтий Республики Карелия Саид Абдулазиз Дядко. Ну что, погнали! В Ингушетии сегодня состоялось торжественное открытие финала Кубка России «Ралли Магаз-2017». Сразу два наших спецпроекта сегодня наглядно покажут профессию репортера. Сюжет в деталях раскроет суть рубрики «Под наблюдение». Вот они, 45 счастливчиков, которые отправились в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Джейракскому району сегодня 24 года. Чем поражает эта живописная здравница? И какие еще готовит сюрпризы в выпуске? Добрый вечер. Это новости 24. Сегодня одна из протокольных встреч главы республики вышла за рамки формата благодаря особенному гостю. В Ингушетию приехал член Совета муфтиев России, муфтий Республики Карелия Саид Абдулазиз Дядко. Он передал Юнусбеку Евкурову наилучшие пожелания от главы Республики Карелия Артура Парфенчикова и Равиля Гайнуддина. А от себя лично передал на память Евкурову четки, которые им привезены из Саудовской Аравии. Цитата. «Сам я родом из Беларуси, коренной минчанин, но я считаю Ингушетию своей первой родиной. Здесь, в Назране, я стал мусульманином. И это событие кардинально изменило мою жизнь», — поделился своей историей уважаемый гость. После теплой и дружеской беседы муфтий Карелии вместе с главой Ингушетии и всеми прихожанами мечети в Магасе совершили коллективный пятничный намаз. Хотел воспользоваться возможностью в знак уважения посетить вас, познакомиться. Очень приятно. Потому что много наслышан о вас. Вижу перемены, которые произошли за 20 лет. Выразить просто уважение, лично познакомиться. Спасибо. И, естественно, у меня есть поручение от главы республики личное. Вот вы знаете, наверное, Парфенчиков Артур Ильич. Он мне сказал, что вы его личный друг, и потому что как вот личная просьба передать вам большой сердечный привет, он вас помнит, любит, как он сказал, это его слова. Поэтому я вот выполняю свою долг. И Равиль Гайнуддин, он тоже узнал, что я еду сюда, он вам свой большой привет и уважение передает от себя лично. То есть, потому что я тоже вхожу в Совет муфтиев России, у Равиля Гайнуддина, и вот он передает вам. Спасибо большое. А к Ингушетии у меня вообще, вы знаете, отношение особое в моем сердце. Я ее считаю своей первой родиной, даже так, потому что я здесь принял ислам в 97 году. В 97 году? В Назаране, в городе Назаране. И кто был сподвижником этого дела? Евлоев Хасан, отец его, в его доме, который, рахимахуллах, он умер уже, я его очень люблю. Вот в его доме я принял ислам, и вот с тех пор у меня сердце всегда сюда тянет посетить. Но не было возможности, учеба в Британии была у меня все. И при первой возможности вот я приехал, вот это с 97-го года навестить. А сами откуда родом? Из Беларуси, из Минска. Из Минска, да? Родился, вырос, я минчанин. Вот таким образом. Поэтому вот для Ингушетии в моем сердце это первая родина, потому что я стал мусульманином. А в Карелии как оказались? После учебы по необходимости в помощь тогда муфтию, я как заместитель муфтия приехал с учебой, а со временем, вот, через 2 года я стал сам муфтием там. В Магасе менее 2 часов назад состоялось торжественное открытие финала Кубка страны «Ралли-2017» с участием главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. В автогонках участвуют 28 экипажей из различных регионов страны. Стартуют завтра из Магаса. К этой теме мы вернемся чуть позже. Спецпроект корреспондентов информационной службы Интеркам «Под наблюдением» был запущен пару месяцев назад. Мы мониторим соцсети, выискиваем жалобы жителей с той или иной проблемой или получаем видеообращения с просьбой разобраться в ситуации. Каждый выход в эфир этой рубрики в прямом смысле наболевший, как для заявителей, так и, уверяем, для самих журналистов. На этот раз Индира Манкиева выехала в Малгобекский район. Но об этом чуть позже, а сейчас предлагаем посмотреть, как добываются этот и многие другие репортажи. Сюжет в деталях. Летучка.
Звонок для учителя, а в нашем случае для шеф-редактора и корреспондентов информационной службы. Именно с этой традиции начинаются утренние совещания в одной из самых главных редакций национальной телерадиокомпании. Журналисты делятся впечатлениями от просмотра вечернего выпуска новостей, анализируют его и оценивают работу своих коллег. У кого-то еще даже лайв был, не помню, у Жаридат, кажется, да? Лайв было, как они тушат это. Мне кажется, вот даже перед представляловкой можно было бы вот этот лайв тоже поставить. Работа над ошибками необходима каждому, ведь даже самый опытный корреспондент нуждается в постоянном самоанализе и совершенствовании. После непродолжительного обсуждения вечернего выпуска итог предыдущего дня подводит шеф-редактор. Она же дает наставления новичкам перед важным выездом. Ну ты понимаешь, ралли — это рев, гул, я не знаю, ветер. А ты немного на фоне всего этого спокоен был. Вот и это чувствовалось. Если бы даже у тебя был менее удачный по содержанию стендап, но при этом вот такой был бы драйв, тебе бы все простили. А так, вот эти моменты очень важны. Эмоциональность, она здесь абсолютно не лишняя. Полчаса на обсуждение выпуска плюс проверка креативности корреспондентов новостной службы. Каждый предлагает тему для нового сюжета. Кто-то мониторит просторы интернета, а кто-то заранее успел узнать о знакомых или родных о том, что беспокоит жителей. Идеи и предложения записывают в блокнот и откладывают на рассмотрение. А пока корреспондентов ждут срочные выезды на съемку. Тактика специальные учения мы отправим Гелесханова. Так, рубрика под наблюдением. На этой неделе, Индира, как договаривались, берешь себе ты, поедешь после обеда, так, Малгобекский район охватишь, Выкажево заедешь. Не бери больше 3 видеообращений, чтобы сюжет был насыщенным и как-то не уставали. Заполнив заявку на телеоператора и автотранспорт, корреспондент первым делом направляется за флешкой для камеры в святая святых архив НТРК. И только потом собирать свою сегодняшнюю команду оператора и водителя. Анна, мы с тобой вместе едем на выезд, вот флешка, вот заявка. Все, я тебя жду. По дороге ты составляешь себе план, как ты будешь работать, что ты будешь снимать, кого ты будешь записывать и что хочешь услышать от того или иного своего респондента. Но обычно получается так, что вот по приезду картина совсем не соответствует описанию и названию заявленной темы, и приходится немножко импровизировать. Времени на раздумье у Индиры Манкиевой достаточно. Дорога предстоит долго. Съемочную группу ждут в городе воинской славы. Анонимная жалоба на работу почтового отделения поступила от жителей Малгобека. Здесь, по словам обратившегося, вместо социальных выплат клиентам выдают продукты питания. При этом право выбора им просто не оставляют. Для начала корреспондент решает опросить прохожих и попытаться выяснить, так это или нет. Идет женщина, идет сейчас на подъемной. С ума сойти уже. Дядя, дайте кашу. Дядя, вот сейчас в интернете появилась жалоба о том, что на автобусе опаздывает. Вот так всегда. Нам нужны более пожилые, более взрослые люди. Где женщины? Дядя Калшин. А вот на днях появилось обращение в интернете касаемо вашего почтового отделения. Люди жалуются на то, что вместо каких-либо выплат, пенсии почтальоны приносят продукты питания. Это правда? Не без настроения кто-то попал, наверное. Все хорошие люди в Малгобеке. Так, вон еще одна идет, пошли. Дядя Калшин. Вот в интернете появилось обращение, точнее жалоба на почтовое отделение Малгобека. Там говорится о том, что вместо некоторых пособий, пенсий выдаются продукты питания. Это правда? Я не могу ничего сказать, потому что я там ничего не получаю, ничего не это. Пока журналисты пытаются докопаться до правды, случайная прохожая спешит поделиться со съемочной группой своими чаяниями. Однако говорить об этом открыто девушка не решилась. Поэтому корреспондент вместе с оператором предпринимают меры предосторожности. И говорит, вот это масло. Хочешь вместо газетки возьми масло. Хочешь вместо газетки возьми макароны. Но мне надо выполнить этот план. Итак, информация подтверждается, но нужно выслушать и другую сторону. Для этого съемочная группа отправляется в почтовое отделение. Свою вину, как и предполагалось, почтальоны не признают. Не навязываем. Мы предлагаем свои товары, доводим до жителей, что до нас довели план
Мы этот план должны выполнять. Выслушав обе стороны, корреспондент решает приступить к съемкам второй части сюжета. На очереди жители улицы Луноход в Малгобеке, которые жалуются на проблемы с водоснабжением. Пока оператор настраивает камеру, корреспондент вникает в курс дела. Чтобы понять, кого и как снимать, достаточно собрать самую важную информацию по теме выезда, после чего можно приступать к интервью. Хаотично у нас водоснабжение идет тут. Через огороды, через фундаменты, через дворы. В общем, порядка нету никакого. Если во время записи соцопроса найти желающих высказаться открыто довольно сложно, то съемки этой части сюжета, казалось бы, должны пройти без особых нареканий. Однако и здесь корреспонденты сталкиваются с рядом проблем. Каждый хочет высказаться, выговориться, выложить все, что у него накопилось за это время. И здесь нужно быть немножко таким психологом, наверное, да, чтобы дать человеку высказаться и в то же время получить ту информацию, которая нужна тебе. Да, получается так, что люди повторяются, иногда это раздражает, и когда ты говоришь, что об этом уже говорили, мы это уже писали, все равно там, подождите, дайте высказаться. В перерывах между записью интервьюируемых оператор делает подсъемки. Иногда для удачного кадра приходится выбирать непривычный ракурс. Пара минут и видеоряд для будущего сюжета готов. Теперь пора заглянуть в местную администрацию, чтобы получить ответ на вопрос жителей. Вот только диалог с властью явно не удался. Снимать помещение оператору запретили с первой же минуты. Давать какие-либо комментарии по жалобе жителей тоже не стали. Более того, съемочную группу в грубой форме выставили за дверь администрации. Мы поехали, сняли, все, это их дело. В конце будут обращаться, я говорю, ты что, ты серьезно материал орвали? Мы пошли, выслушали одну сторону. Мы были бы неправы, если мы уехали сразу, не поехав в администрацию, но мы поехали туда и задали им вопрос. И в данном случае человек не прав, потому что не может нас ни в чем обвинить, потому что мы приехали за их мнением, да, получается, мы не уехали. На этом съемки сюжета завершены. За окном уже сумерки. Съемочная группа возвращается на работу, чтобы вернуть флешку с видеоматериалом в архив. День был тяжелый, насыщенный, и потому как этот сюжет не был привязан к какой-либо дате, мы можем спокойно собрать его и завтра. И сейчас мы едем домой отдыхать, и завтра полные сил приступим к написанию текста, а далее к монтажу. Уже нового дня начинается для Индиры не с традиционной летучки, а с написания закадрового текста. Система нелинейного монтажа под названием «Авид» позволяет корреспонденту одновременно просматривать отснятый материал и писать к нему подводку. Иногда и это дается нелегко. Порой бывает, что сидишь часами, думаешь, в голову ничего не лезет, потом ходишь, достаешь своих коллег, просишь совета. В итоге это называется у нас такой местечковый кризис, вот так его называем. Но в итоге в голове всплывают некоторые факты, да, и ты начинаешь именно с них. И они, как бы отталкиваясь от них, дальше идет твой текст. Текст готов, пора его редактировать. Хадия Добриева вчитывается в каждое слово, проверяя написанное корреспондентом на правильность подачи информации, грамотность и креативность. Тексты, как и подход каждого корреспондента к своему сюжету, они бывают разные. То есть приходится кому-то менять, можно сказать, всю структуру, а кому-то всего лишь там переставить пару предложений местами, и все, текст, в принципе, он готов. У Индиры мне много что менять не приходится, потому что Индира с самого начала расставляет правильно и лайфы, и то, что у нее должно быть сначала, она подает так, как это должно быть. Дело осталось за малым. Теперь корреспондент идет в монтажку, где, собственно, и собирается весь сюжет. Для начала нужно зачитать закадровый текст. Только в местной администрации убедительно заявляют, о проблеме не слышали. Жалоб от жителей улицы Луноход не поступало. Более того, улица с необычным названием оказалась для многих местным вымышленным. А теперь дело за режиссером монтажа.
Сначала он убирает все лишнее, а после приступает к заполнению видеоряда. При этом важно помнить, что картинка должна соответствовать начитке корреспондента плюс принципу монтажа. И говорят о том, что их заставляют это раздать, потому что они выполняют какой-то план. Корреспондент объясняет монтажеру, какие фишки, говоря на языке телевизионщиков, будут использованы в его сюжете. С учетом пожеланий автора, режиссер монтажа выравнивает звук, а после окончательную оценку сюжету дает шеф-редактор. Вот это нам не надо. Индивидуальный вопрос мы вырезаем. Ну да, она говорит, вот мне сказали, надо, вот она ложит сразу пень, и как вырежешь, между прочим. Пока шеф-редактор и корреспондент готовят видеоматериал к выходу в эфир, ведущий пишет к нему подводку. Новостная верстка уже готова. Осталось ознакомиться с текстом сюжета и выделить для себя самое главное и интересное. При написании подводки, как таковых, очень важных принципов там нет. Главное, чтобы мы не использовали всю информацию, которая в тексте в подводке. То есть в подводке все должно быть лаконично, чтобы заинтересовать телезрителя. Подводка готова, сюжеты проверены, до прямого эфира остается 10 минут, пора в гримерную. У кого что болит, обращайтесь. Корреспонденты информационной службы услышат ваш призыв о помощи и постараются максимально объективно вникнуть в ситуацию. Спецпроект НТРК «Ингушетия» под наблюдением на этот раз взяла на себя Индира Манкива. Она отправилась в Малгобекский район. Там возникли спорные ситуации с ветхим водопроводом и нестандартным способом социальных выплат в почтовом отделении. Экран не реалта, а я линии оғышта, хайни я линии ускачете, а потом что ты подачу. А ты лахошкар хачини вахс. Ветхие трубы в любой момент может прорвать, а в этом случае беды не избежать. Мадина Миржоева рассказывает, эти трубы еще в 70-х годах прокладывали ее родители. Во-первых, водопровод изначально проложен без соблюдения каких-либо технических норм. Во-вторых, сеть тянется прямо под домами и дворами соседей. Пластиковые лари. Еще помню. Да, в советские времена яшкин турбаж. Ярик заржавет, он малейший удар тохали, он скор хаяли. А вот Магомеду Мистоеву приходится ходить за водой к соседям, потому как трубу, идущую во двор, прорвало прямо чуть ли не под соседским домом. Не заменить, не отремонтировать. Мы носим у них воду, если их дома нету, значит от родителей. А то есть вас прорвало, да? Вообще прорвало, забили, на клин и стоит. Все. Прорваться часто, они прорваться, деньги, они же не будут там, ты найдешь эту плитку, не будут снимать там. С этой проблемой жители не раз обращались в водоканал и городскую администрацию. Вопрос не то, что не решили, даже разбираться никто не стал. Правда, во втором случае заявление вернули обратно, мол, бланок заполнен неверно. Свои подписи внесли, да, вот. Хотят, чтобы решили этот вопрос. То есть пока еще вы не обращались, да, получается? Ну, в общем, копию мы отдали, оригинал. А вот это у нас копия, держим при себе. А ответ не получили? Ответ пока не получили. Вот только в местной администрации убедительно заявляют, о проблеме не слышали, жалоб от жителей улицы Луноход не поступало. Более того, улица с необычным названием оказалась для многих местом вымышленным. А не зная к решению бытовых вопросов здесь намного больше, чем в сказке, что объясняет реакцию на приезд съемочной группы. Мы поехали, сняли, все, это их дело. В конце будут обращаться, ты что, ты материал орвали, а почему вы туда поехали, а не сюда, в первую очередь? В этом заключается суть нашей... Не в этом заключается. В этом заключается заказ чей-то это или не заказ. Нет, вы можете подать... Пожалуйста, кахам есть, что мы был вябиваш. Все, кахам есть. Ушанил объяснение акции, хамдации.
Все, да. Официально комментировать эту ситуацию здесь даже не стали. Так завершился наш визит в городскую администрацию. Но жители Малгобека обратились к нам с еще одной проблемой. С их слов, при получении пособий на почте им вместо денег выдавали продукты. Вот, например, в Центральном отделении Почты России в Малгобеке происходит следующее. На днях зашли с мамой на почту за ее безработицей и видим такую картину. Полки и стеллажи завалены макаронами, гречкой, подсолнечным маслом, чаем и прочими продуктами. Безработицу хотели выплатить деньгами и продуктами, удержав часть суммы за счет продуктов. На отказ брать продукты недовольный сотрудник почты начал говорить о том, что это приказ начальства. Это обращение появилось в интернете буквально на днях. Жители жалуются на работу двух почтовых отделений – Малгобекского и Икажевского. Авторы обращения сетуют, вместо некоторых социальных выплат, полагающихся пожилым людям, выдают продукты питания, несмотря на несогласие самих получателей. Да это у нас давно в порядке вещей. Недавно мама брала пенсию, непонятную маленькую пачку чая. Ей дали вместо 162 рублей. И так всегда. Потом мама эту пачку чая увидела в магазине за 75 рублей. Работники Малгобекского почтового отделения эту информацию отвергли сразу. Продукты питания расставлены на полках прямо на виду посетителей, а выдаются они только по желанию жителей, отмечают здесь. Лично я сама вот здесь беру, потому что план ёлда. Вот я всех своих работников заставляю здесь брать товар, потому что чем идти на рынок, это наш план. Его не выполнить мы не можем. Поэтому навязывать даже вместе но предлагать, конечно, любой человек, который вот вы сейчас зашли, если вы что-то там будете, конверт что-то покупать, мы вам будем предлагать этот товар. А наш план выполнить дедерство. До нас довели план, мы этот план должны выполнять. Никаких претензий со стороны клиентов не было. Все нормально, они покупают товар, уходят. Как только 10 метров отходит от почты, уже начинает звонить на горячую линию. Словом, как складывается система выплат социальных пособий, уже становится ясно. Поэтому спрашивать у людей, стоящих в очереди в отделении, мы не стали. Но как только съемочная группа перешагнула порог здания, к нам обратилась женщина, которая поделилась, где правда, а где домыслы. Но при условии, что мы не будем показывать ее лицо. Могут выдать вместо денег, не всех денег, конечно, но 100-150 рублей. И масло, макароны, старые газеты. И говорят о том, что их заставляют это раздать, потому что они выполняют какой-то план. Мне кажется, что по желанию клиента ты можешь ему дать, если он захочет масло или макароны, он тебе скажет, вот тебе 100 рублей, дай мне масло и макароны. Если нет, то отдай ему вплоть до его копеек, то, что он заработал. Цель нашей рубрики «Под наблюдением» – помочь жителям региона в решении некоторых социальных проблем. С начала проекта новостные корреспонденты сталкивались с самыми разными проблемами. Разбитые дороги, несанкционированные свалки, неработающий светофор. Какие-то вопросы решались сразу же, а на другие приходилось выезжать повторно. Присылайте свои видеообращения на наш номер в WhatsApp 8 928 090 6709. Индира Манкиева, Адам Долгиев, Новости 24. Главный автомобильный праздник не только республики, но и всей страны начался бурно. Болельщики пришли с транспарантами, приветствуя и поддерживая любимых участников. Перед открытием ралли глава Ингушетии пожелал удачи всем участникам, а болельщикам красивого зрелища. Директор ралли Тимур Кафаров вручил главе региона грамоту, благодарственное письмо от Российской автомобильной федерации за вклад в развитие автомобильного спорта. Все эти мероприятия проводятся не то, что там так сильно хочется, а то, что все-таки есть определенные вещи, которые хотят жители республики видеть, молодежь видит, хотят участвовать в этих проектах, направлениях. И поэтому мы стараемся так, чтобы побольше таких событийных, спортивных или других мероприятий провести. Насколько наш экипаж в этом году себя проявит, посмотрим по ходу проекта. Хочу сегодня сказать организаторам спасибо за хорошую подготовку. Но и самое главное пожелать, чтобы без чрезвычайных происшествий, без травм, без катастроф у нас сегодня и завтра прошли все эти мероприятия. Уверен, что они будут насыщенные. Это порядка почти 300 километров дорог, в том числе и сельские, и асфальтированные, и гравийные, и другие дороги. Поэтому заодно и спортсмены, которые здесь участвуют, тоже с каждым годом видят для себя Ингушетию с другой стороны. Ну и надеюсь, что организаторы сделают так, чтобы мероприятие это было освещено и федеральной прессе, для того, чтобы и вся страна увидела, что
что в Ингушетии проводятся такие мероприятия. Министерству спорта, конечно, надо максимально сделать так, чтобы у нас не только один экипаж заезжал, если мы уже 4-й год проводим такие мероприятия. Эти спортивные вещи, соревнования, мероприятия проводят не просто для того, чтобы деньги вкладывать, приглашать гостей, что тоже важно, но и своих ребят учить, своих ребят готовить. И у нас сегодня одна машина, значит, надо еще 1, 2, 3 машины делать, 3 экипажа, 4 экипажа, чтобы они тоже ездили по всей стране на соревнованиях и показывали результаты. Я думаю, что это будет нормально. Мы проводим различные мероприятия для того, чтобы представить нашу республику в виде как красивой, хорошей, развивающейся. Вчера буквально мы провели под руководством заместителя министра по делам Северного Кавказа хорошее совещание по стратегии развития туристического потенциала нашей республики. Там много проектов, в том числе и вот таких спортивных событийных, которые должны сюда привлекать в том числе и организаторов, и участников таких мероприятий, ну и, конечно, туристов. Есть такое хорошее понятие, как и сельский туризм, горный туризм и различные направления. И спортивный туризм, я надеюсь, что тоже никто не отменял, и такие проекты нам тоже важны. Когда первый раз мы провели кубок по авторалли, очень много было отзывов со стороны, особенно по нашим горным дорогам, по горным пейзажам, по красотам. Люди с восхищением отзывались, и уже на 2-й или 3-й наши турниры, те, которые там с восхищением говорили про нашу республику, они уже сами сюда приезжали, воочию это все наблюдали. Надеюсь, что организаторы сделают все, чтобы участникам было комфортно, хорошо, чтобы жителям республики тоже было приятно смотреть на эти авторалли. Ну и хотелось бы, чтобы муниципальные власти, а это должно и правительство, и Министерство спорта в целом поработать, и молодежный комитет, чтобы муниципальные власти на своих участках, на своих территориях организовали массовость выхода людей, просмотр, особенно наших молодых ребят, которым, ну и взрослым нравятся вот такие хорошие гонки, такой адреналин. Я думаю, что это не будет лишним, в том числе для наших ребят. Успехов с праздником, с сегодняшним началом вот этих соревнований. Спасибо. 4-й год к вам приезжаем, привозим гонку. И в этом году республика добилась самого главного события в автомобильном спорте в дисциплине ралли. Это финал Кубка России по ралли. Именно в Ингушетии, на ее дорогах, будет решаться судьба тех гонщиков, которые ехали весь сезон, в течение всего сезона, с января по октябрь месяц, они соревновались на трассах всей России. Уже завтра мы узнаем обладателя кубка в абсолютном зачете, и в командном зачете, и в низших классах 1600 и 2-литровом классе. Спасибо вам огромное за такие теплые приемы. Сколько лет мы с вами, мы всегда хотим к вам возвращаться. Спасибо вам большое. Мы хотим вручить Юнусбеку Мамедгеевичу диплом и благодарственное письмо от нашей Российской автомобильной федерации за огромный вклад в развитие автомобильного спорта и поддержку безопасности на дорогах. Юнусбек Мамедгеевич, спасибо вам огромное. К пожеланиям удачного старта и яркого финиша присоединился и депутат Госдумы страны Алихан Харсиев. Приятно, что такого уровня и вид спорта, который у нас раньше не культивировался, который считается техническим, это непростой вид спорта, это сопутствует этому и всякие вещи, которые мы должны в том числе культивировать в республике. Поэтому хочется пожелать всем спортсменам безаварийной трассы, чтобы они остались довольны и уехали по регионам, вспоминали Ингушетию, вспоминали наше население, наши горы, наши дороги. Только хорошо и были нам благодарны. Вот в добрый путь. Вот. Итак, друзья, экипаж номер 1. Латвинов Илья и Шевцов Павел, оба из города Санкт-Петербург. Ваши аплодисменты. Сейчас я начну обратный отсчет.
от 3 и то поехали, получается, да? И мы начнем. Финал Кубка России по ралли 2017. Ингушетия 2017. 3, 2, 1. Поехали! Финал Кубка России по ралли Ингушетия 2017 объявляется открытым. Под ваши аплодисменты, друзья. Пошумим! Напомню, завтра в Малгобеке с 10 утра до 21 часа будет перекрыто движение по улице Асканова. Просим водителей планировать свой маршрут с учетом этой информации. В Госдуме обсудили ужесточение уголовной ответственности за хищение денег с банковских счетов и карт. Документ рассмотрели в первом чтении. Как говорят его авторы, 95% всех платежей совершаются дистанционно через интернет, банки или мобильные приложения. Этим пользуются злоумышленники, пуская в ход разные методы – от хакерских атак до мошенничества, рядового обмана. Главное – узнать у доверчивых людей данные, необходимые для доступа к счету. Часто от действий мошенников страдают пенсионеры. Депутаты предлагают внести поправки сразу в несколько статей Уголовного кодекса, в частности, лишать хулиганов свободы до 3 лет. Только за прошлый год была украдена сумма в размере 5 миллиардов рублей. Мероприятие ко Дню призывника прошло на мемориале памяти и славы. Встреча призывников проводится в рамках стартовавшей осенней призывной кампании. Сюда приехали старшеклассники со всех районов республики. Репортаж Юсупа Гелисханова. Адам Гадаборшев пришел на встречу призывников. В детстве он мечтал стать инженером, как и свой отец, но в последнее время начал интересоваться военным делом. Старшеклассник после получения аттестата планирует сначала отслужить в армии, а после поступить в военный вуз. И пример для подражания у Адама есть. Барханоев и многие, которые участвовали в этой битве, которые отдали свои жизни и защищали Родину. Встреча призывников проводится в рамках стартовавшей осенней призывной кампании, а собрали ребят в самом подходящем для этого уголке, у мемориала памяти и славы. Кроме школьников, здесь и представители старшего поколения, которые в первую очередь дают ребятам наставления. Они не должны забывать, что представляют свой народ и свою семью. Нехметик хотелотиш. Служить дебилом действительно честно волочь, служить ты тоже. Офицеры схобор, войну коти кубор. Табуа полнах, дабахита, разгильдяется айбис. Патриотический настрой ребят приподнимают и ведущие мероприятия, юноармейцы. О том, насколько важна служба в армии и что их там ждет, рассказывают в стихах. Вас ждут новые дела, новые друзья, ваши товарищи по оружию, с которыми вы будете охранять покой нашей Родины. Хочу пожелать, чтобы вы были достойными сыновьями своего народа и всегда прославляли честь и достоинство своей отчизны. Вперед, вперед и еще раз вперед. Чтобы именно вы выбрали военную специальность, так как нам хорошие офицеры очень нужны, они всегда были в почете и в чести. Каждый класс курирует преподаватели. Ислам Зангиев привел на встречу 15 своих учеников. Педагог считает, что такого рода мероприятия повышают интерес учащихся к военному делу уже со школьной скамьи, учитывая менталитет и национальный интерес к военным дисциплинам. Уровень хороший у выпускников. Конечно, часов сегодня немного в школах, то есть 1 час в неделю только получается, но все-таки уроки, они в основном проходят больше практикоориентированные, то есть практические уроки получаются. Защита Отечества – святая обязанность каждого гражданина страны. В ряды новобранцев ежегодно из Ингушетии вливаются 450 призывников, отдают свой воинский долг, укрепляют обороноспособность и боевую мощь страны. Я хочу служить. Тот, кто не хочет служить, я бы ему посоветовал, так как ему надо защищать свою честь, Родину. Из всех родов войск мне больше всего нравится ВДВ. Кто-то выбирает ВДВ, кто-то сухопутные войска, другие же еще не определились. Впрочем, времени для этого у школьников еще много. Главная цель этого мероприятия – повышение престижа воинской службы в глазах молодежи. Ведь службу в армии должен пройти каждый уважающий себя мужчина. Юсуп Гелисханов, Рахман Цуров, Новости 24. Знания правил дорожного движения продемонстрировали ученики 4-й школы Нового Реданта. Там прошел открытый урок с участием сотрудников ГИБДД. Как ребята усвоили азы безопасности, расскажет Руслан Албагачиев.
Эти юные участники дорожного движения знают ПДД не хуже опытных водителей. На открытом уроке ученики начальных классов показывают своим ровесникам, как нужно вести себя на дороге. Красный стой, желтый приготовиться, а зеленый идти. Мы сегодня вам доставили правильные правила. Без них вдруг бед и аварий. Расширится круг. Эти правила важны, эти правила нужны. Что такое светофор, о чем говорят три цвета, красный, желтый и зеленый, и как нужно переходить дорогу, дети знают с 1 класса. А Рабия Бекмурзиева может даже различать запрещающие и предупреждающие знаки. Это знак «Стоп», а это где можно переходить дорогу, а это нельзя кататься на велосипеде. Если нет светофора, то нужно посмотреть налево, потом направо, а потом перейти дорогу. Для снижения статистики ДТП недостаточно проводить рейды с лихачами на дорогах. Профилактику сотрудники ГИБДД начинают со школьной скамьи. Однако родителям и педагогам не стоит забывать, что здоровье и жизнь детей во многом зависит и от них самих. Регулярно проводятся классные часы, в классах открытые, неклассные мероприятия, общешкольные мероприятия. Собираемые родители проводим учебу, занятия вот именно по безопасности дорожного движения. Детям эта работа очень нравится, они с удовольствием принимают участие, когда мы проводим флешмобы, выезжаем на оживленные улицы. Правила дорожного движения едины для всех и, к сожалению, написано сложным, непонятным для детей языком. Поэтому главная задача учителей и инспекторов ГИБДД доступно разъяснить ребенку, какие ситуации его могут встретить по пути из дома в школу и обратно. Ребята подготовили очень интересную программу. Мы также постарались рассказать им основные правила дорожного движения. Наша сегодняшняя главная цель – донести до ребят основные правила безопасного перехода проезжей части. Сейчас наступила осень, темнеет очень рано, и детей плохо видно на дорогах. Мы рекомендуем родителям приобретать светоотражающие элементы, крепить их на одежду, на рюкзаки, чтобы детей было видно в ночной период времени. Подобные акции юные инспекторы дорожного движения проводят ежемесячно. Более того, в школе недавно открылся и уголок ПДД. Здесь в школе для детей установили специальный автогородок, где дети на живом примере могут посмотреть, как работает светофор как для пешехода, так и для водителя. Также установлен стенд, где расписано, где нужно переходить дорогу, как и в каком месте. Сотрудники госавтоинспекции надеются, что благодаря таким профилактическим мероприятиям дети в будущем станут дисциплинированными участниками дорожного движения. Руслан Албогачиев, Рахман Цуров, Новости 24. Приобщиться к прекрасному жители приглашают в музеи и театры вечером 4 ноября. Во всех регионах страны пройдет акция «Ночь искусств». Мероприятие проводится не впервые и уже успело заработать статус традиционного. В этом году девиз акции «Искусство объединяет». В этот день почти все музеи, театры, выставочные залы и библиотеки страны будут работать бесплатно и до полуночи. «Ночь искусств» – это сотни выставленных экспонатов и десятки юных посетителей, которые пытливо будут разглядывать каждую вещь на многочисленных стендах. Сегодня делегация из Ингушетии отправилась в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Это грандиозное и самое яркое событие этого года для молодежи. Нашему региону было выделено 45 мест, прошли лучшие из лучших. Последний раз фестиваль проходил в Москве в 1985. В этом году фестиваль встретит гостей из 150 стран мира. Фестиваль пройдет с 14 по 22 октября в Сочи, напомню. Все подробности у Зелимхана Калоева. Вот они, счастливчики, прошедшие строгий отбор на участие в главном молодежном событии этого года. Попасть на Всемирный фестиваль молодежи и студентов изъявили желание много желающих. По квоте, выделенной для республики, поехать смогут только 45 человек. Выбрали лучших из лучших. Каждый для себя уже давно определился с направлением, в их числе и Белла Богатырева. Я выбрала для себя журналистику, потому что я думаю, в дальнейшем для меня это пригодится. Я получу знания и опыт для себя. Также я хочу познакомиться с иностранцами, узнать об их обычаях, традициях. Думаю, будет очень весело. СМИ и журналистика – только одно направление из представленного списка. Искусство и спорт, мировая культура и многое другое. Один участник выбирает только одну тематику, ту, что ближе ему по интересам. У меня направление искусство и спорт. Так я как сам занимаюсь, так как и спортом, также развиваюсь в плане кинематографа. Снимаем видеоролики. Думаю, это отличная возможность для современной молодежи, потому что фестиваль проводится
В России только 3-й раз, последний раз он был в 1985 году. Первый всемирный фестиваль прошел в Праге в 1947 году, и в этом году исполняется ровно 70 лет. Каждый раз фестиваль проходит под новым девизом. Девиз этого года «За мир, солидарность и социальную справедливость». Мы боремся против империализма, уважая наше прошлое, мы строим наше будущее. В рамках фестиваля на выставке ЮЭкспо будут представлены сувениры, подарки, а также продукты из сада «Гигант», фирменная вода Ачулки. Особенности туристического кластера, помимо промышленного потенциала, ребята также продемонстрируют всю красоту национальной культуры. Значит, ребята сами в своих личных кабинетах для себя выбирали направления, которыми им интересно. Это и добровольчество, это и инновационное развитие, это и экономика, экология. И согласно каждому направлению для них уже разработана своя программа. Участников ждет уникальная образовательная программа и дискуссии с профессионалами мирового уровня. Лайфстайл-программа, уличные танцы, ЗОЖ, пробежки, сдача норм ГТО, экстрим-парк, музыкальная субкультура. А что самое главное, знакомство с единомышленниками из 150 стран мира. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24. Уровень знаний учеников выявляли в 10-й школе Насыр-Корта. Второклассники приняли участие в срезе знаний по русскому языку. Подобные проверочные работы проходят по всей России. За их проведением следят педагоги начальных классов. Репортаж Жаридат Халухоевой. Сейчас каждый из вас получит вот такую вот индивидуальную работу. И вы, ребята, должны будете показать свои знания вот на этих вот проверочных работах. Бланки розданы, инструктаж проведен, теперь можно приступать к выполнению работы. Сначала может показаться, что здесь дают ЕГЭ, но за партами сидят не выпускники, а второклассники. Школьники сдают проверочные работы по русскому языку, своеобразный срез знаний. Хотя для них это первый экзамен, но с испытанием ребята справляются без волнений. С заданиями никаких затруднений не возникло. Тут нужно подчеркнуть те слова, которые мягкие. Люк и лестница мягкие, они она может быть мягкая и твердая, они сочетаются с мягкой Е и мягкой Ю. Мы это раньше учили, все в классе делали, самостоятельно работали, поэтому такие задания было делать несложно. На задание детям дается ровно 45 минут. Контрольная работа составлена в соответствии с пройденным материалом по предмету. В бланке всего 7 вопросов, а за прозрачностью результатов следит специальная комиссия. Это же все-таки 2-й класс, они только научились читать, писать, общее развитие. И мне кажется, все-таки сейчас как бы проверять знания детей это сейчас слишком рано, но написать там как раз-таки задание, учитывается возможность ребенка, 1-й класс, вот то, что они уже прошли. Такие мини-экзамены помогут детям на первых этапах обучения подготовиться к настоящему, который ждет их после окончания учебы в школе. Здесь, в свою очередь, систематически проводят с учащимися внеклассовые занятия. Возможно, благодаря именно этому бланки с выполненными заданиями большинства ребят уже через 15 минут после начала экзамена лежали на краю парт. Начальная школа, она, конечно, бесспорно очень важная, потому что это фундамент всей остальной, так сказать, их деятельности в школе. Потому что если действительно, если начальная база сильная, это знает любой преподаватель и любой человек, который работает в школе, что это и самому ребенку очень большое подспорье. И дальше действительно ребенку идти легче, воспринимается все остальное, конечно. А итоги проведенного экзамена будут известны уже на следующей неделе. Результаты также будут доступны родителям учеников. Жарайдат Халухоева, Гапур Чахкиев, Новости 24. Жемчужина Ингушетии отмечает годовщину образования. Джейракскому району 24 года, а селению Джейрак 416. Земля с многовековой историей, уникальной флорой и фауной, архитектурными объектами привлекает с каждым годом все больше туристов. О становлении земли предков подробно расскажет Ирина Цычуева. Величественные горы, высокие башни, удивительные люди и край полный легенд. Джейракский район по праву считается достопримечательностью и колыбелью всего ингушского народа. Самый красивый уголок республики сегодня празднует свое 24-летие. Район образован в октябре 1993 года указом первого президента Ингушетии. Эта дата совпала с 416-летием столицы Джейракского района, селения Джейрак.
В Жиравский район входит 5 сельских поселений. Население в своем большинстве коренные жители этих мест. Правда, есть и те, кто однажды, приехав сюда, удивленные красотой края, решили остаться. Как, например, Хусейн Амирханов, который помнит, каким был Жирах еще в 60-х. Исключительно халер осугат. Лартаник бацар, год не аждар, алялах, не аж годтер. Хида вагянир. Хит о мерзик дошкала аохже. Қалнақшы шекарамистар цаведра цахи ақыр. Транспорт соған лилер сақы транспорт ятыр озы назрани ауғыш ятыр ебурот ауғыш ятыр автобус ятыр соған. Так йоги хам ятыр дахш дацыр кор бацыр дахш дах одыр хона вағвиз хулыр. Первый крупный проект, построенный на территории Джайрахского района, лечебно-оздоровительный комплекс Арамхи, который, помимо прочего, стал и местом отдыха для первых туристов, приезжающих в край башен и легенд. А уже весной 2013 года открылась первая горнолыжная трасса в республике, длина которой составила 1300 метров. Сегодня мы открываем не только сам подъемник, не только показываем трассу. Сегодня мы открываем страницу новую в истории развития и туризма, и спорта Республики Ингушетия. Это начальный этап строительства будущего мощного туристического кластера, не только туристического, я еще раз подчеркиваю, спортивного направления, которое дает реальные результаты и возможности нам всем уже по-другому смотреть на мир спорта, мир туризма, в том числе экстремальные виды направления. И особенно это важно для нашей молодежи. Сейчас и сезонный курорт Арамхи один из самых посещаемых в стране. Это и веревочный городок, пейнтбольный клуб, бассейны, велотрассы и многое другое. Арамхи – это еще центр проведения различных спортивных соревнований, как республиканского масштаба, так и мирового. Кстати, о соревнованиях. Джайрахский район стал площадкой проведения турнира по смешанным единоборствам М1 Челлендж. Тысячи зрителей, лучшие бойцы и самые зрелищные поединки. Теперь организация турнира в республике уже традиция. А после прокладки нового дорожного полотна в горном районе Джайрах принял и соревнования на Кубок России по авторале. А в этом году впервые и на чемпионат страны по альпинизму. Новый район, интересно все везде поглазеть, посмотреть, рельеф везде оценить, это здорово. На стену там постоянно голова завернута наверх. Вот. Смотришь, открывается отличный вид. Но внимание в Джайрахском районе уделяется не только развитию туризма. За последние годы здесь построены разные социально значимые объекты. Например, районная больница, в которой функционирует несколько отделений со стационаром на 50 мест. Усилия врачей плюс свежий воздух и потрясающие пейзажи. Здесь лечится не только тело, но и душа. Особая гордость района – современная школа, рассчитанная на 420 мест. Образовательное учреждение, построенное на месте старого, которое послужило почти целый век. Здание и внутреннее его оборудование не уступает лучшим столичным школам. Здесь созданы хорошие условия для учебы и воспитания наших детей, обучения и воспитания наших детей. Имеется компьютерный класс, имеются кабинеты химии, физики. Все лучшее детям. Исходя из этого принципа, в Джайрахском районе реконструирован и достроен детский лагерь Эрзи. Сейчас на летние каникулы сюда приезжают дети не только из других районов республики, но и из разных регионов страны. Сделано много, но в планах еще больше. В этом году в Джайрахском районе планируется строительство и открытие еще ряда объектов. На 2017 год здесь несколько тоже объектов запланированы. Я надеюсь, что они будут реализованы. Это средняя школа в сельском поселении Альгетти, совмещенная с детским садом. Она закроет проблемы и вопросы именно 3 ближайших горных сел Гули, Лежги и Альгетти. И это строительство и альпинистской школы, и альпинистского лагеря, и расширение курорта Арамхи, где, наверное, тоже, соответственно, появятся еще дополнительные рабочие места. Тысячи туристов каждый год, спортивные соревнования всемирного масштаба, новые школы, больницы, физкультурно-оздоровительные комплексы. Чего еще пожелать простому человеку для своего маленького и красивого края? Лина Цичуева, Мария Мистоева. Новости 24.
Ну и в завершении. В Австралии тигровая акула чуть не набросилась на снимающего ее водолаза. Случай произошел на берегу города Коралл-Бей. Тимоти Ван Билен спустился под воду, чтобы снять акулу, преследовавшую морскую черепаху. Упустив добычу, хищник резко решил переключить внимание на водолаза. Но в последний момент развернулся и уплыл. По словам самого Ван Билена, акула не нападала, а просто предупреждала, чтобы он держался подальше от ее добычи. Везению водолаза можно только позавидовать. Тигровые акулы считаются крайне опасными хищниками в мире, особенно для людей. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.